Это новости экономики в прямом эфире телеканала «Якутия-24». В студии работает Нурбуяна Иванова. С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления. Она приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшимся. Об этом заявила замглавы Минфина Татьяна Нестеренко. По ее словам, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год. Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости. В целом темпы роста заработных плат опередили общероссийские в 31 регионе. При этом почти во всех субъектах зарплата росла каждый месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что в исследовании учитывался не только темп роста зарплаты, но и то, сколько товаров и услуг на нее можно приобрести. Так, в 9 регионах заработная плата превышает стоимость фиксированного потребительского набора более чем в 3 раза. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где она превышает стоимость фиксированного набора более чем в 4 раза. Более 3 наборов на зарплату может также купить житель Сахалина, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Москвы, Югры, Чукотки, Якутии и Санкт-Петербурга. За последние 5 лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%. Такие данные привело аналитическое агентство «Автостат». По данным экспертов, рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам. При этом с большей долей вероятности цены на машины будут и дальше расти, но уже за счет других факторов. В частности, за счет инфляции. Отмечается, что наиболее активно цены на новые машины росли в конце 2014 года, когда падение рубля было наиболее резким. В то же время, в связи с тем, что продажи новых автомобилей в стране падают, с начала 2019 года резкого подорожания машин в ближайшее время, вероятнее всего, не будет. В России по состоянию на 1 июля насчитывалось 52 миллиона 400 тысяч автомобилей. Больше всего в стране легковых машин, что составляет 84% от всего объема автопарка страны. Обороты субъектов малого и среднего предпринимательства Якутии превысили 105 миллиардов рублей за первое полугодие 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение произошло на 21,5%. Теперь республиканские власти ориентированы на увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, чтобы вовлечь в бизнес молодежь и развить секторы экономики. Кроме того, в этом году почти на 5% увеличились налоговые поступления в бюджет. За 8 месяцев 2019 года компания «Колмар» направила на проведение производственного экологического контроля более 1 миллиона рублей. Затраты на мероприятия по охране окружающей среды компании с начала года составили 201,5 миллион рублей. Как отметили в компании, на каждый участок разработан и осуществляется проект рекультивации нарушенных земель. Помимо этого, «Колмар» участвует в благоустройстве и санитарной очистке Нерингринского района. Северный форум по устойчивому развитию с участием 11 стран мира пройдет в Якутске с 24 по 28 сентября. Некоторые программы форума ориентированы на поиск бизнес-идей и разработку новых бизнес-концепций в области традиционных знаний, коренных народов, культуры, питания и продовольственных ресурсов. Отмечается, что наиболее перспективными являются проекты, нацеленные на развитие и улучшение инфраструктуры Арктики. Отметим, что на форуме ожидается участие представителей из 8 приполярных государств. Это Россия, Канада, США, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания, а также азиатских стран, Китайской Народной Республики, Республики Корея и Японии. Это все новости экономики к этому часу.